Дом Авдеева. Возможно, самый известный деревянный дом Чистополя. Дом, где жил в годы войны и принимал у себя целую плеяду советских писателей, известный чистопольский врач Дмитрий Дмитриевич Авдеев, послуживший, как считают ученые, прототипом главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго». Это утверждение, кстати, весьма близко к истине, и любой город мира, претендовавший бы на такого гражданина, давно бы отгрохал тут помпезный музей, и фамилии Авдеев и Живаго звучали бы в нем чаще любых других. Но мы в Чистополе. И мы с вами рассматриваем сейчас вот это. Горелые и, простите, изгаженные останки того, что еще совсем недавно жило и чувствовало. Дом аварийный и дом расселен. Все более-менее ценное отсюда уже вытащено, потому что никаких пломб на этом гнилом зубе нет. В общем, мы вместе жили даже с ним. Вы Авдеева помните? Так, естественно. Да? Да, вот это все было. Вот пристроили вот здесь, вот второй этаж вот пристроили. Вот здесь. И вот представьте, мимо едва не проходит человек, который жил здесь 25 лет и который прекрасно помнит самого известного жильца. Ильмар Агишев, вот он справа от Дмитрия Авдеева. А вот еще уникальное фото. Так выглядел этот дом в годы войны. В этом доме бывали писатели, и таким его запомнил Пастернак. Поэтому, строго говоря, исторический дом Авдеева куда меньше того, что мы видим сегодня. А поскольку это объект культурного наследия, то сохранять его надо. Но сохранять как? Где он жил? Просто часть этого дома взять и музей там создать какой-то. Идея с созданием музея так очевидна каждому сегодня лишь потому, что много лет буквально живет ею известный казанский ученый, уроженец Чистополя Наиль Мансурович Валеев. Если мы не сумеем этого сделать, для чего же мы живем? Человек, создававший известный теперь, наверное, каждому исторический и туристический облик нынешней Елабуги, все эти годы душою был здесь. Это его идея – создать здесь музей романа «Доктор Живаго», сохранив историческую часть этого дома. Дом в одноэтажном варианте нужно восстановить строго обязательно, потому что это будет просто место для паломничества тысяч людей со всего мира. Квентин Тарантино первый приедет сюда. Да, я думаю, что Тарантино, конечно, приедет. Это самый первый поклонник Пастернака. Да. Но нам не важно, надо, чтобы в Чистополе ехали туристы, чтобы город становился, то есть принял тот самый облик, которого он заслуживает. Исторический облик? Должны ли мы сегодня одаривать ухмылкой того, кто только заикнется о том, что Чистополь способен еще принять какой-то исторический облик? Здесь, как ни странно, тревоги меньше всего. Дом Авдеева все-таки памятник, и его не снесут. Но выйдем-ка за ворота. Ощущение неопределенности, тревога. Вот что вы чувствуете сегодня, прогуливаясь по центральным улицам Чистополя. Словно вернулись на 80 лет назад. Вот только сегодня кажется, будто враг где-то на подступах к городу, и жители в спешке уже эвакуированы. Так и случилось. В городе почти завершена программа ликвидации аварийного жилья. Центр опустел, людей из аварийных домов расселили по окраинам города. Беда в том, что последствия продуманы, как водится, не были. И программа ликвидации неустроенности превратилась в программу ликвидации деревянного зодчества в городе. Город на глазах уничтожается. То есть одно лечим, другое калечим. Мне кажется, здесь есть какая-то ошибка или осмысленный подход к тому, чтобы уничтожить историческую застройку в любом городе. Далеко не каждый расселенный дом – неприкасаемый объект культурного наследия. Но каждый кажется достоин сохранения. У городской администрации, между тем, нет денег даже на то, чтобы законсервировать все эти дома, не говоря уж о том, чтобы их с ружьями охранять. Для мародеров это трупы, и с них снимают все, что только можно с собой унести. Вот так выглядит сегодня, например, дом писателей Тренева и Павленко. А
это дом белого генерала Молчанова, который, говорят, также послужил прототипом генерала Галиуллина из романа «Доктор Живаго». А ведь здесь собирались сделать музей гражданской войны. Эти дома, открытые всем ветрам, не растащут по кусочку в единственном случае, если их ждет вполне прогнозируемый и устраивающий многих конец. Тогда и винить будет некого. Впрочем, некого, похоже, и сегодня. Суть-то была в том, что людей переселить, а не дома ликвидировать. Ну, понимаете, что федеральный закон таков, что, значит, если здание не является объектом культурного наследия, программа считается завершенной, когда здание будет снесено. То есть это федеральное законодательство, да? Жуткая правда. По закону эти дома, если это никакое не наследие, обречены. Никаких сохранить как, никаких копировать и вставить закон не предписывает. Ветхое, расселенное, значит удалить. Или это лишь полуправда, или есть варианты. Есть, так скажем, законодательство, которое регламентирует сохранение исторических поселений. А Чистополь – это историческое поселение федерального значения. Поэтому все проекты планировки, концепции развития, они согласовываются с Министерством культуры Российской Федерации. Хотелось бы больше внимания, конечно, от министерства к Чистополю, потому что сейчас все региональные власти, местные сами управляют этим процессом. Хлопотно. Возиться с каждым домом очень хлопотно. Даже для того, чтобы отдать эти дома инвестору за символическую арендную плату в рубль за квадратный метр, придется пройти все круги ада с одной только документацией. Проект реконструкции, техплан, техпаспорт, огромное количество времени на перевод из нежилое в жилое, а времени уже нет. Один эскизный проект 700 тысяч рублей. Умножим на 28, как минимум, только памятников. 20 миллионов, где их взять? Поэтому пока лишь одно здание передано в частные руки за символическую плату в рубль на 49 лет. Эту работу, хотя они и начали, но это капля в море. И сейчас хотелось бы более системной работы. Ее нужно усиливать. Говорят, что в Чистополе очень сложно отбить, потому что здесь другой город, не надо сравнивать его с Иркутском, с Томском. А я считаю, надо сравнивать. Именно в этом вызов сейчас стоит, именно перед Чистополем. Когда создавали здесь заповедник, тоже многие скептически относились. Ну какой в Чистополе заповедник? Но заповедник создан. Ситуация в Чистополе вызывает уже не столько тревогу, сколько отчаяние. Но точка невозврата все же не пройдена, и что-то еще можно вытащить из огня. Наверное, пора и людям встать на защиту города. Да, это война. Нет времени на почтительное равнодушие. Людей эвакуировали, пора заняться эвакуацией произведений искусства. Пора нам всем устремить, наконец, свой взор на этот город. Это не проблема Чистополя. Это большой мировоззренческий вызов всему поколению. Неужели вот это наше хваленое развитие? Лицо ребенка, меняясь с возрастом, сохраняет характерные черты. Почему мы никак не поймем, что города обязаны быть устроены так же? В Чистополе вообще ни к чему, мне кажется, прикасаться нельзя, потому что здесь было 200 писателей в годы Великой Отечественной войны. Такого явления нигде нет. На каждом доме можно устанавливать мемориальную доску, а мы вместо этого сносим. Наш город – это город-музей. Не город музеев, а город-музей под открытым небом. И поэтому его надо беречь. В Чистополе этот дух старого города, этот стиль, он еще здесь есть. И здесь наша первая задача – это не дать ему исчезнуть полностью. То есть мы должны вот этими кварталами сейчас плотно заниматься вместе с архитекторами, вместе с планировщиками. Самый центр, да, это действительно город-музей здесь. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.